Исәнмесез, кадерле дуслар. Мы рады встрече с вами. В эфире новая серия и новые испытания для участников нашего уникального проекта. Мы продолжаем знакомиться со старинным Троицком, его историей и традициями. А также нам сегодня предстоит встреча с гостями из Татарстана. Но наберитесь терпения, расскажем все по порядку. Участники конкурса уже познакомились с историей Троицка и его самобытной культурой. А теперь им предстоит самим сыграть в ней важную роль. У нас не будет актеров второго плана, только главные герои легендарной пьесы «Беренчи театр». Говорят, что именно с нее начался рассвет татарской драматургии. Автор пьесы – Галиаскар Камал. Это он в начале 20 века перевел на татарский язык Гоголя и Островского. Имя Камала – поэта, драматурга и журналиста – сейчас носит главный драматический театр Казани. Наши участники – не профессиональные актеры, а вот оценивать их будут в том числе и ведущие артисты Казанского театра юного зрителя. Знаменитая труппа приехала из Татарстана по приглашению Лены Колесниковой. Для них эта поездка стала большим открытием. Bizning bu Troyska kelibimiz kutilmagan şadlıklar birdi, aşıqlar yasadık. Nechun şoqlar qatdım ham şotlandım, çünki bizning tatar milletinden bulgan kişiler mana shu Troyska şehrinə kelib zo'r ishlar boshlab, ham zo'r Troyskaning o'sishine zo'r yig'inti yasaganlar ekan ular. На сцене начинающие актеры чувствуют себя вполне уверенно. К татарочкам и джигитам на помощь поспешили участники прошлых лет. И стоит заметить, очень украсили постановку. Станиславский совершенно точно воскликнул бы «Верю!». А что скажет Фанис Калимулин, заслуженный артист Республики Татарстан? Бүгінгі бәйгедә катнашучы яшь артистларыбыз безнең барысы да молодцы дип әйтер идем. Алар инде сәхнәгә менгәннәр икән, алар инде зур батырлык эшләгәннәр. Мин аларның барысын да тәбрик итәм. Алар барысы да әйбәтләр. Просто супер җегетләр, кызлар безнең. Молодцы. И актеры, и члены жюри премьеры остались довольны. Это был смелый эксперимент. Многие участники конкурса на большую сцену вышли впервые, но сумели справиться с волнением и поверить в себя. Главное, я считаю, это вникнуть в образ, представить, что ты жила в этом времени, представить, как ты уже надоела мужу, что уже выбираешь столько времени платье. Конечно же, мы готовились долго, в течение месяца, но я думаю, что нам это удалось, и мы сыграли блестяще все. А наши гости очень рады тому, что даже вдалеке от Казани услышали родную речь. Татарский язык – достояние всего народа. И так важно его сохранить. Татар теле мәңгелек, татар теле Тукай теле, телебезне, динебезне онытмагыз. Иң мөһиме шул. Воодушевленные успехом, участники конкурса начали подготовку к следующему испытанию. В XIX веке благотворительные акции «Ок-Шашакляр» проходили очень часто. За символическую плату их участники получали белый цветок, а собранные средства шли на благие цели. Так произойдет и сегодня. Сегодня, благодаря этой акции, все собранные средства пойдут на восстановление знаменитой медресе мечети Расулия. Я думаю, что никто сегодня не останется равнодушным, потому что эти белые цветы сделали наши участники своими руками, и они вкладывали туда кусочек своего тепла, кусочек своего сердца. Благодаря медресе Расулия Троицк называли Уральской Меккой. Это было лучшее исламское учебное заведение в России. Оно работало 36 лет. После революции в 1919 году было закрыто. Чем больше денег удастся собрать, тем ближе станет заветная мечта многих троичан – восстановление знаменитого медресе. Поэтому Домом культуры решили не ограничиваться. Участники конкурса вышли на городские улицы.
Убедить жителей города принять участие в акции надо за считанные минуты. Победит тот, кто соберет больше денег. И троичане не подвели. От белого цветка отказались лишь считанные единицы. Потому что это очень важно, это ценно сейчас в наше время поддерживать развитие мечети, поддерживать и национальную культуру, и людей, которые ходят в мечети, которые этому уделяют внимание. Поэтому это святое дело каждого, я считаю. Денег на такое дело никогда не жалко. Розалина Туктарова на этом этапе стала одной из лучших. Помогли обаяние и искренняя улыбка. Бик яхшы кешеләр, монда бик әйбәт кешеләр яшиләр. Күп чәчкә алдылар. Рәхмәт. Этот день стал настоящим подарком не только для участников нашего проекта, но и для жителей Троицка. Зрительный зал полон. На сцене актеры Казанского ТЮЗа имени Кариева. Пьеса «Галия Бану» – одна из самых ключевых в татарской драматургии. С нее в XIX веке начинался музыкальный театр. Это история о любви и коварстве, о добре и зле, о честности и предательстве, но прежде всего о своем народе. Его душа воплотилась в прекрасной музыке, в веселом танце, в протяжной песне. И актерам удалось открыть зрителям эту душу настолько глубоко, что даже слез держать не получилось. Такой сегодня вечер теплый, добрый, действительно получился праздничный. И от имени всех нас, от имени Конгресса татар Челябинской области, от имени всех участников нашего проекта, разрешите еще раз сказать вам, дорогие друзья, искренние слова благодарности от всего сердца, от всей души. Действительно, вы сегодня для нас подарили настоящий праздник. Во время путешествия в Троицк участники конкурса многое узнали об истории своего народа. Эти 2 дня были наполнены интересными открытиями, яркими эмоциями, удивительными знакомствами. Но главное, что они могут стать началом возрождения духовных традиций, тех самых, которые оставили нам в наследство великие благотворители и меценаты. Знаешь, Ильгизар, я вернусь в Троицк еще не раз. Я с удовольствием составлю тебе компанию. Этот город хранит еще немало тайн и загадок. А к истории этого города может прикоснуться любой из вас. Но сейчас мы прощаемся. Хошигас! И сен сау булыгыз. До встречи через неделю. В следующем выпуске программы «Татар КЗ» участницы конкурса возьмут в руки скалки. Почему настоящие джигиты от лука не плачут? И как приготовить идеальный ушпушмак? Смотрите ровно через неделю на телеканале ОТВ. Конгресс татар Челябинской области представляет региональный этап международного конкурса «Татар КЗ» «Татар ЕГТ-2017». Праздник красоты и таланта «Татарочка» и «Удало джигит» на одной сцене. Только 6 июля в Театре драмы Наума Орлова. «Татарочка» и «Удало джигит-2017» – самое яркое событие лета.